Будущее начинается сегодня. На площадке IT-парка «Алания» прошло второе открытое первенство СКФО по образовательной робототехнике. Первые подобные соревнования в прошлом году выявили огромный интерес детей и молодежи к направлению технического творчества. Общественность с большим вниманием стала следить за развитием и перспективами робототехники. В прошлом году было заключено соглашение по реализации общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров. На сегодняшних участников возлагают большие надежды. Эти навыки, которые дети приобретают сегодня, они помогают складывать, во-первых, инженерное мышление, а во-вторых, вот происходит эта стыковка информационных технологий и технической конструкции, что очень важно, потому что даже на сегодняшний день нет ни одного бытового прибора, который бы не имел программного управления, обеспечения. И на самом деле в будущем все промышленные предприятия будут представлены в виде автоматических промышленных линий. В соревнованиях приняли участие дети от 7 до 17 лет. Количество участников увеличилось более чем в 2 раза – 150 человек против 60 в прошлом году. Расширяется и география первенства. Впервые выступили команды из Краснодарского края и Кабардино-Балкарии. Многие ребята из Чечни, Северной Осетии и Ставропольского края участвуют в соревнованиях не в первый раз. Чтобы поддержать высокий интерес, в программу включили новые дисциплины. К традиционным испытаниям роботов в лестнице, сумо, биатлоне и траектории добавили более сложные категории. В дисциплине фристайл участникам дается полная свобода действий. Главная задача – удивить жюри своей разработкой, но она должна быть реальной. Если раньше у нас на выставках, на конкурсах ребята проектировали какие-то там космические неземные станции, то сейчас у нас особенный упор делается на то, чтобы то, что они программируют, было осуществимо уже сегодня и сейчас. Ребята с большим удовольствием этим занимаются. А если есть у ребят большое удовольствие и влечение, то будет и результат. Большой интерес зрителей вызвали соревнования по робоэкстриму. По легенде, роботу, оказавшемуся в горной местности, нужно в максимально короткий срок эвакуировать пострадавших. Основная задача – сохранить всех в живых и не вылететь с трассы, которая отличается повышенной сложностью. Ну и самая многообещающая, но может не самая зрелищная категория – ИКАР. Сокращение от словосочетания «Инженерные кадры России». Название, говорящее само за себя. Надежды инициаторов и организаторов понемногу начинают оправдываться. Собираюсь стать инженером на каком-нибудь заводе, где нужны автономные машины. Робототехника – важнейшая техническая основа производства, а подобные праздники науки являются своеобразным фундаментом для его успешного развития в стране. Яна Гайгиева, Тимур Мазаев, Евгений Маркин, Осетия ТВ.